они еще сталкиваются с такими родителями, то, что полноценные запрещают ребенку на жестах разговаривать, чтобы они могли по губам читать. Что вам приходится применять, чтобы облегчить эти сложности при переговорах, например, между родственниками? То, что инвалидности, не только, глухих унижают, всех людей с ограниченными возможностями, всех унижают, они все попадают. Думать, что люди с нарушением слуха, они недостаточно умны, недостаточно хороши, образованы, и только поэтому за счет людей с инвалидностью чувствуют себя более возвышенно. Но это, конечно же, порождает Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с нами в гостях Алия Турдиева, экспертка по инвалидности, работающая в обществе, в Кыргызском обществе слепых и глухих. Вместе с Алией мы сегодня будем говорить о проблемах лиц с нарушением слуха. Но прежде всего позвольте также поприветствовать Наргизу Махмадалиеву, которая будет переводить нам с жестового языка. Всем всего доброго. Рада вас всех слышать. Буду рада озвучить и перевести из жестового языка. Спасибо, Алия, спасибо, Наргиза. Но прежде, по нашей доброй традиции, я должна описать себя, как я выгляжу. Итак, у меня волосы каре, я всегда ношу очки, также у меня платье в пол в мелкий цветочек. Пожалуйста, Алия, опишите себя. Вот у меня, самые волосы, длинные, до пояс темно-карие, темные брови, личико белое, футболка в полосочку белая с черным и черная юбочка. Спасибо, Алия. Теперь, пожалуйста, Наргиз. Я невысокого ростика, чуть-чуть полноватая. Ношу джинсы и футболочку, так потому что это удобно. И на данный момент просто на мне белая накидка, так как утром была прохладная погода. Рахмат. И теперь давайте приступим к тому, что будем обсуждать наши вопросы. Алия, коммуникация – это одно из важных частей нашей социализации, и часто социализация начинается с близкого окружения. И, пожалуйста, расскажите о том, какие есть способы коммуникации в семье людей с нарушением слуха. Например, конечно, мы примерно можем предположить, как общаются между собой люди глухие, но, может быть, вы могли бы поделиться ситуацией, когда есть люди и с нарушением слуха, и без нарушения слуха. Да, это бывает. Общение очень сложно именно, когда у кого нет нарушения. С ними общаться ближе, когда общаешься с человеком, который с нарушением слуха, с ним удобнее общаться, потому что мы на одном языке, мы друг друга понимаем, нежели с людьми, которые не владеют жестовым языком, которые прекрасно слышат, то с ними тяжелее, конечно, найти общий язык. И скажите, пожалуйста, что вам приходится применять, чтобы облегчить эти сложности при переговорах, например, между родственниками? Когда с родителями они полноценные, рождается ребенок глухой, надо родителям, конечно, в первую очередь немножечко обучаться жестовому языку, так же, как и произошло с моими. Они слегка обучались, и они еще сталкиваются с такими родителями, то, что полноценные запрещают ребенку на жестах разговаривать, чтобы они могли по губам читать. Надо, наоборот, родителей научить, чтобы они учились жестовому языку, чтобы с ребенком также общаться. Чтобы ребенок чувствовал то, что родители действительно ценят его, это любят, то, что именно ради него изучают этот жестовый язык. Да, и как раз вы мне сказали, немножко это задело мое сердце тоже, что запрещать разговаривать на жестовом языке, это, мягко сказать, странно. Это принижение в первую очередь. Бывает, что и в школьные годы такие случаи были. Ее сначала в школу для глухих определили. Потом ее определили уже для слабослышащих. Она слабослышала. Потом, когда в школу поступила в первый класс,
Преподаватели начали запрещать на жестовом языке, как в слабослышащей школе научиться. Это значит, вот, учись читать по губам. Не на жестах, а именно по губам. Диктанты писали, именно учили, именно чтобы они читали по губам. Жестовый язык прям запрещали во время школы. И вот параллельные классы, там вот подружка тоже училась, вот рассказывала, то, что учительница даже бывало, то, что по рукам били ее за то, что они использовали жестовый язык. Как-то очень жестоко по отношению к людям, у кого есть нарушение слуха. Да. Да. И вот я хотела задать вопрос, но вы уже ответили, да? Но это же такой же язык, как и все языки, на которых мы говорим. То есть это получается, Алия, это ровно зависит от тебя, получишь ли ты образование или нет, и ты сама должна выкручиваться, находить методы, чтобы вообще понимать других людей. Да. Но это же не ваша проблема, и очень жаль, что вам пришлось это переживать. Да, вот так-то вот получилось. А теперь расскажите, пожалуйста, с какими повседневными проблемами вы встречаетесь в своей жизни? Вот у нее, когда вот был у нее случился вот пожар. Пожар где? На работе случился вот у нее пожар, она пошла вот на работу, открыла кабинет, включила компьютер. Вот отошла буквально на 5 минут. Это было как раз лето, июль месяц. Когда уже вернулась и увидела то, что двери уже потемнели входные. Сначала не поняла. Хотела, не решалась открыть, не открыть. Потом, когда открыла, думала, говорю, там, то есть открой, говорит, дым сильно пойдет. Это, говорит, утром было 9 часов утра, рядом никого не было. Она в первую очередь позвонила маме. До мамы не могла дозвониться, мама говорила, что она занята, не могла ответить. Начала мужу звонить, а муж у нее полноценный, говорит, муж, говорит, а совещание было, никто, а там уже пожар вовсю уже разгорался, она уже не знала, кому обратить, никто не обращал внимания. И там вот она нажала вот на экстренный вызов. А там вот экстренный вызов, да, но там идет голосовой же вызов. А смс-сообщением она никак не могла сообщить. А вот мне говорят голосовой, я же не могу, говорит, объясниться, то, что у меня пожар, вот какой адрес написать, кому приехать. И когда уже увидела уже там двоих вот мужчин, то они тоже, по слуху, инвалиды, они пришли, вот они помогли там, ну не сильно там все сгорело, но потушили. Говорит, а представьте, если бы, говорит, в других ситуациях, также многие тоже сталкиваются с этим, то что или скорую помощь вызвать там, они именно сталкиваются, то что вызвать они не могут. Там, допустим, вот у них вот маленький ребеночек грудной, у него высокая температура, а семья вот не слышащая, да, вызвать скорую они уже не могут, они с этим сталкиваются, с этой проблемой, потому что приходится бежать к соседям, либо кому-то уже обращаться за помощью, чтобы вызвали. Да. Вот это самая такая большая проблема, с чем сталкиваются. Следующий вопрос звучит как: стигматизируется ли язык жестов? Но в своей речи вы уже затронули несколько раз вообще стигматизацию, да, как таковую, и как она отражается и отражалась в вашей жизни. И еще немного, пожалуйста, приведите примеры. Она вот может сказать, вот когда говорит, на улице, когда вот маленькая была во дворе, когда вот телефонов не было, она постоянно во дворе вот играла. Там сестра у нее немножечко знала вот ее жестовый язык, и, конечно, столкнулась с тем, то, что вот начали оскорблять, унижать, вот это, то, что она разговаривает на жестовом языке, дразнила в кого-то это пошла. И поэтому это сильно задевало меня, говорит, сильно стеснялась, и поэтому сужался круг общения, и себя чувствовала униженной в этой ситуации. Алия, вот я вас слушаю. Слушая ваши рассказы, я что-то вспомнила свое, когда вот опять же по детству, да, я вышла поиграть, там уже очень много детей играли, бегали, я всегда выходила поиграть, но на тот раз почему-то вот толпа людей, там было пару зачинщиков, как бы я подошла к ним, а они отошли от меня на хорошее расстояние
и сказали, что они не собираются играть с больной крысой. И что больная крыса — это я. А это была детская площадка, и все дети демонстративно ушли с этой площадки, и я одна сидела на горке. Ну, ужас, печальная вот ситуация. Это вот тоже зависит от тех родителей, которые вот от воспитания в первую очередь. То, что родители тоже должны своим детям также объяснить, то, что есть такие люди с ограниченными возможностями. То, что надо вот внимание проявлять. То, что инвалидности, говорит, не только, говорит, глухих унижают, всех людей с ограниченными возможностями, всех унижают, они вот все попадают. Да, я согласна с вами, что именно основные ценности закладывают именно родители, да, и когда говорят, что дети жестоки, к сожалению, вот в их души детей уже закрались какие-то устоявшиеся ценности. Алия, вот что вы могли бы посоветовать тем людям, может быть, без инвалидности, может, с инвалидностью, это не важно, которые хотели бы изучать жестовый язык? Вот хотелось бы вот посоветовать, даже попросить вот даже наше правительство, чтобы открыли курсы жестового языка. Потому что вот многие, которые сталкиваются, родители, ну вот у них рождается ребенок, они не знают, куда посетить, чтобы овладеть этим языком. Чтобы специально для них открыли жестовый язык. Есть, может, даже простые желающие захотят, кто заинтересуется этим языком, чтобы могли в открытом доступе посетить и обучаться. И у нас, вот, к сожалению, вот очень-очень дефицит это сурдопереводчиков в Кыргызстане. Вот глухих и слабослышащих, в общем, где-то 7-8 тысяч по Кыргызстану, а переводчиков 2, 3, 4, вот так можно по пальцам считать. Алия, вот что бы вы могли посоветовать обществу? Что нужно делать обществу для того, чтобы глухие люди могли себя чувствовать безопасно и комфортно? Вот оно хочет, вот как вот в России, с примера взять. Вот если в России, допустим, нужно посетить юриста или там в больницу, у них предусмотрена онлайн-связь. Им не надо прямо именно зазывать, с собой брать сурдопереводчика, а вот как колл-центр. Они звонят, сурдопереводчик выходит на связь, и они уже обрисовывают ситуацию. Алия, вот к этому вопросу, кстати, ты напомнила, что вот у людей, у которых инвалидность такая, что они не могут двигать тело вообще, есть специальные планшеты с экраном, вот этот весь аппарат прикрепляется к коляске. В общем, там уже есть слова, из которого человек складывает фразы. Интересно как. Да, но это вот часто применяется особенно в школах. Я видела, что в каких-то американских роликах дети применяют такой аппарат. Вот надо вот как-то разработать то, чтобы можно было бы и так же и глухим сделать. Да. И у нас еще вот очень слабое образование. Да. Среди вот глухих, слабослышащих, среди них очень мало, которые образованные. И много они не знают значения слов. Вот она хотела бы, чтобы образование улучшили, обратили внимание. Алия, ведь это как раз к тому, что есть аутизм, да, когда люди без инвалидности, без нарушения слуха могут подумать, что люди с нарушением слуха, они недостаточно умны, недостаточно хороши, образованы. И только поэтому за счет людей с инвалидностью чувствуют себя более возвышенно. Но это, конечно же, порождает стереотипы. Вот как раз вот одну из проблем вы уже озвучили. Недостаточность образования. Да, к сожалению. Да.
Вы могли бы еще перечислить другие проблемы, которые есть у людей с нарушением слуха в сфере труда, в сфере создания семьи? Это насчет трудоустройства, это вообще отдельная тема. Говорит, это зависит именно от образования, получается. И тогда уже будет легче устроиться им, трудоустроиться. А сейчас именно из-за нехватки образования относятся к ним, то, что они безграмотные и уже не берут на работу. И вот они везде требуется образование. Все требуют сейчас от образования, а, к сожалению, то, что инвалиды, люди с ограниченными возможностями по слуху, они не могут получить нужное образование, чтобы трудоустроиться. У нас сейчас очень много глухих и слабослышащих, которые в основном работают в сфере швеи, сварщики, уборщики. А сейчас 21 век, много чего, многого развития, телефоны, нанотехнологии. Можно, говорить, с телефонами, через телефоны глухие люди тоже могут работать. Есть возможности. Но это то, что они считают, то, что из-за образования, поэтому не трудоустраивают. Я согласна с вами, что на самом деле не все так однозначно. И наличие инвалидности или отсутствие инвалидности не дает нам права принижать достоинство другого человека. Вот сейчас я вам покажу на жестах. Вот просто берете руку в кулак и проводите от лба к подбородку, от лица, вот к лицу подводите, от лба до подбородка. Стучите так не сильно. Спасибо. Вот. Это на русском языке. А вот на английском языке наоборот, получается, ладошкой. От подбородка в сторону пространства делайте взмах. Это thank you. Вот жестовый язык тоже не думайте, что он именно один, единый во всем мире русский. У каждого свой язык. Есть и китайский, и английский, и испанский. У каждого свой язык. Спасибо, Алия, что просветили нас, что мы наконец-то должны перестать думать, что существует какой-то единый язык жестов, да? Что это такое же разнообразие языков, как все языки мира. И сейчас мы разговариваем на русском языке жестов. Но благодаря Алие нам также получилось выучить фрагмент языка жестов на английском. Да? Спасибо. Да. Алия, я знаю, что вы поете на языке жестов. Да. Вы могли бы спеть нам фрагмент вашей любимой песни? Где тишина, где есть покой. Мы симфония тихого, да. А можно на музыку поставит? Да. Да. И вот на красных жестах, а то просто я дословно этот. Можете дать ее телефон, пожалуйста? Да. Просто когда слов не знаешь песни, либо саму песню не знаешь, уже переводишь, уже чуть-чуть все равно. Она вот припев сейчас сделает, споет припев. Слушайте, совершенно круто. Я думаю, что если бы у нас было больше времени, возможностей, может быть, мы с удовольствием послушали бы еще несколько песен, да? Потому что это совершенно для нас новое направление. Ведь мы думаем, что только человек
со слухом и без инвалидности, условно может петь, и мы даже представить себе не могли, что, оказывается, есть интересное направление. Кстати, как оно? Она говорит, мы, кстати, еще и танцуем. Мы не только поем, мы еще и танцуем. Мы также посещаем вот театральные кружки, клубы, выступаем. Они чувствуют по вибрации движения музыки и начинают танцевать. Да, так что давайте, уважаемые зрители, просвещаться, да? И пора перестать думать, что мы не танцуем и не поем. Совершенно все не так. И Спасибо большое. в завершении нашего интересного вопроса я задам, Алия, вам наш традиционный вопрос. Какая цитата или какой человек вдохновил вас, чтобы продолжать вот эту свою борьбу за права людей с инвалидностью? Ну, она просто как бы она с России, вот в России вот она услышала то, что вот жестовый язык, когда пошло, она там узнала то, что именно права жестового языка надо развивать. Вот именно от законодательства Российской Федерации начала отталкиваться, то, что они когда законопроекты начали. Вот она вот, благодаря вот ее в Москву ее пригласили, она вот там выступила с песней «Мой Кыргызстан» с названием. Посмотрела на всех, как там люди грамотные, все даже на жестовом языке прям в основном больше все общаются, прям вдохновилась именно вот этим, и сурдопереводов там очень много было, прям все предоставлено, вот эти услуги. И это прям захотелось сделать так, чтобы и у нас так было, продвигать у нас в Кыргызстане. То, что вот, допустим, в России, в Москве есть театр мимики и жестов. Именно для глухих. Актеры там сами глухие. И именно вот люди, которые не имеющие инвалидности, туда также посещают с большим удовольствием. И вот мне это очень сильно понравилось. Я именно вот этим сама вдохновилась. И вот хочу, чтобы у нас это в Кыргызстане тоже было. Ну, на этом мы завершаем наш эфир. Уважаемая Алия, уважаемая Наргиза, спасибо, что стали гостями нашего подкаста «Сөз бар». Мы очень надеемся, что сегодняшний подкаст с участием Алии вдохновит наше общество создавать инклюзию везде. Спасибо Ну, а вам, мы что увидимся пригласили. с вами на будущей неделе. До новых встреч!